Доброе утро, дорогая республика! Как всегда, в 7:00 на телеканале Якутия-24 НВК Саха мы приветствуем всех, кто смотрит каждый день программу «Утро Якутии» в прямом эфире. И сегодня долгожданная пятница, и настроение, я думаю, у многих уже такое, праздничное, ведь впереди у нас выходные долгожданные, погода нас радует, поэтому, я думаю, эти выходные можно с радостью провести с близкими на свежем воздухе, потому что уже на следующей неделе нас ждут морозы. Ну и, конечно, мы призываем вас оставаться в ближайший час вместе с нами. Интересные гости, полезные рубрики, а также последние новости. Все ждет нас в прямом эфире. И сегодня, забегая вперед, мы разыграем 2 пригласительных в кинотеатр. То есть будет возможность посетить один из кинотеатров города Якутска и посмотреть премьеры, о которых мы говорили вчера. Поэтому будьте активны, оставайтесь с нами. Вопрос озвучим чуть позже. Также хотелось бы сказать, что сегодня у нас в гостях будет не как обычно 2 гостя, а 3 гостя, поэтому интересные беседы нас ждут. И вы, кстати говоря, можете задать свои вопросы нашим гостям в течение нашей беседы. Для этого вам нужно будет позвонить на наш номер и прямо в прямом эфире задать свои вопросы. Так что будьте с нами, следите за телеграм-каналом. Ну а мы начинаем. А начинаем мы с прекрасной новости, с нашей рубрики «Пока вы спали». В Госдуме предложили ввести обязательные тесты на финансовую грамотность для россиян, впервые оформляющих кредит. Так депутаты хотят помочь тем, кто встает на эту дорожку на эмоциях или по незнанию. В Госдуме считают, что часть граждан не совсем осознают возможные последствия, берут новые кредиты, чтобы закрыть старые, и в итоге попадают в долговые ловушки. Тестирование, по мнению депутатов, поможет исправить ситуацию. Планируется, что тест будет включать наглядную информацию о фактическом размере переплат банку, а также базовую финансовую грамотность и ситуацию в экономике и реальном риске банкротства. Такой вот ликбез, чтобы не попасть в кредитную кабалу, хотят принять в Госдуме. Но не знаю, поможет ли такой метод многим жителям нашей страны, неизвестно. Мне кажется, что время покажет. Но, в принципе, я думаю, это очень хорошая идея ввести тесты на финансовую грамотность. Ну а мы движемся далее. И теперь давайте узнаем, какая же у нас погода за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 26 градусов. В заречной группе 19-27 ниже 0. В южных 8-9 градусов мороза. В Вилюйской 6-9 со знаком минус, в Нижнеленских до минус 22. В западных районах 9-13 ниже 0. В Колымендигирской группе Лусов 22-35, в Янских 28-40 со знаком минус. На северо-западе 14-23 градуса мороза. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 19 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Штиль. Сегодня днем небольшой снег, ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 13 градусов. Ну, погода, конечно, такая очень еще, я бы сказала, наверное, осенняя. До зимних морозов еще чуть-чуть, поэтому наслаждаемся приятным снегом, приятной погодой. Ну и наши коллеги из новостного отдела не спят, и они подготовили блок новостей о том, что же произошло у нас на территории республики и за ее пределами. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Минвосток развития страны совместно с Восточным центром государственного планирования создал реестр лучших практик организации жизни на Севере. В него вошли 250 наиболее эффективных технологий, направленных на обеспечение комфортных условий для работы и жизни в условиях сурового климата, больших расстояний и полярной ночи. В числе таких решений технология волнового контроля устойчивости зданий, защитные покрытия, система мониторинга вечной мерзлоты, гибридная энергетика, энергоэффективные технологии строительства, теплые остановки, световая дорожная разметка, мобильная медицина, решения для бизнеса, специальные торгово-логистические центры, арктические фермы и многое другое.
На днях рабочая комиссия приняла в строй 2 автоматических пункта весогабаритного контроля на автомобильных дорогах НАМ и УМНАС. Объекты установлены в рамках реализации нацпроекта «Безопасной качественной дороги», чтобы сохранить дорожное полотно при интенсивных грузоперевозках. В настоящее время идет работа по интеграции в систему Ространснадзора для формирования протоколов об административном правонарушении в сфере перевозок грузов. Республиканский волонтерский штаб «Мы вместе» продолжает свою работу. Волонтеры в первую очередь помогают семьям участникам специальной военной операции. Они выезжают на дом к заявителям, чтобы решить бытовые и другие вопросы. Также общественное движение «Якутия с тобой» оказывает гуманитарную помощь бойцам. Всех активных граждан, которые готовы помогать участникам специальной военной операции, приглашают присоединиться к волонтерскому движению. Наши волонтеры по мере поступления заявок по номеру 122 кнопка 6 выполняет заявки от семей военнослужащих специальной военной операции. На сегодня работа штаба ведется с 9 утра до 7 вечера ежедневно. Сейчас наши волонтеры в штабе занимаются упаковкой и приемом гуманитарной помощи, а также шьют одежду, изготавливают маскировочные сети, якутские обереги и так далее. Арктический центр эпоса и культуры является одним из важных объектов республики. Объект строится по оригинальному интересному проекту, и после его окончания мы получим и для Государственной филармонии, и для театра Улан-Хо концертные залы, которых и не только в республике, но и на Дальнем Востоке и в целой Сибири практически нет. Степень готовности объекта составляет порядка 70%, привлечены более 300 рабочих и 12 единиц крупной техники. Полностью завершены монолитные работы, возведен фасад, на стадии завершения работы по кровле и тепловому контуру. Продолжаются отделочные работы и работы по инженерным сетям. Также выполняется подъем металлоконструкции большой урасы. Данный объект получается у нас по дизайну очень красивый, получается по национальным культурам, поэтому вот все эстетические моменты по дизайну проекту как бы сложноваты, но мы все силы на это бросили. И как бы у нас все получается. Ну, сроки успеваем, да, в следующем году. Задача 4-й квал там у нас стоит. И все успеем. С 28 ноября по 2 декабря в Бишкеке пройдет чемпионат мира по масс-рестлингу. Сильнейшие спортсмены после отборочных соревнований приедут на главный старт года. Среди них и сборная Монголии. Масс-рестлинг в Монголии развивается более 10 лет, и у спортсменов есть хорошие данные для того, чтобы завоевать призовые места. Для лучшей подготовки монгольские масс-рестлеры организовали учебно-тренировочные сборы в Якутске. Монголы сами по себе физически крепкие, потому что все занимаются национальной борьбой. У нас вот почти все спортсмены это ребята из национальной борьбы Бухбаралдан, поэтому они физически все развитые, но все замечают, что вот тренировки именно масс-рестлинга намного отличаются. И поэтому им и интересно заниматься нашим видом спорта. В ноябре в Якутии отметят 125-летие со дня рождения Степана Аржакова, государственного, политического и хозяйственного деятеля Якутии, участника установления советской власти в Якутии, инициатора создания якутской автономии. В день рождения государственного деятеля в Вилюйске, Якутске и Москве пройдут возложение цветов, торжественные собрания общественности с выставкой. Также в городе Якутске состоится премьера спектакля о жизни Степана Аржакова, автором которого является народный писатель Якутии Наумов Дмитрий Федосеевич. Также состоятся научно-практические конференции и различные тематические конкурсы. И сегодня у нас в гостях глава Вилюйского УЛУСа Сергей Винокуров. Сергей Николаевич, доброе утро. Утро доброе. Мы знаем, что Аржаков был одним из самых молодых и, наверное, самым молодым, из числа своих соратников, основателей автономии Якутии. Также мы знаем, что Степан Максимович был первым, кто поднял вопрос об автономии Якутии. Расскажите немножечко об этом. Да, он действительно был самым молодым из своих соратников. Он родился 9 ноября 1899 года. То есть завтра общественность нашей республики будет отмечать 125-летие Степана Максимовича Аржакова. Что касается его инициативы, то действительно в конце 1920 года, когда он учился на 6-месячных курсах в Москве,
Он и еще двое его значит, друзей, соратников. Это Ефимов Георгий Семенович, выходец из Верхоянского нынешнего улуса, и известный революционер, соратник Владимира Ильича Ленина, который здесь у нас был в ссылке, это Владимир Дмитриевич Веленский. Вот, они подняли этот вопрос, когда сходили в Наркомнац, которым руководил Иосиф Виссарионович Сталин. Они там узнали все, что отдельные регионы этот вопрос ставят, и даже некоторые регионы уже получили этот статус. Это в первую очередь Башкирия и Татарстан. Вот после этого они направили телеграмму, что Якутия тоже должна иметь свою автономию от Максима Кировича Амосова в Якутск в конце 2020 года. Но сегодня ведется огромная работа, да, по увековечиванию памяти Степана Ржакова. Да, вот давайте поговорим немножко об этом. Ну, естественно, как земляки, мы делаем все возможное, чтобы имя Степана Максимовича было увековечено. Вот. Ну, так, например, вот за счет бюджета нашего района и так далее издано несколько книг о его жизни и деятельности. Вот. Установлены памятники в городе Вилюйске и здесь, в Якутске, вот, там, где у нас старый город и где улица Степана Максимовича Ржакова. Вот. Проводятся различные конференции научно-практические. Вот, проводятся значит, во всех школах уроки, вот, посвященные Ржакову. Вот. Ну, выходят отдельные статьи, как в наших, так и в республиканских средствах массовой информации. А какое же наследие Степан Ржаков оставил для своих потомков? Ну, я считаю, что этот человек для своих потомков является образцом честности, принципиальности, патриотизма и как настоящего гражданина своей родины. А вот мы знаем, что Вилюйский улус – это колыбель интеллигенции. Да? Ни для кого не секрет, что это родина 3 героев Советского Союза, 6 героев социалистического труда. И на сегодня какие земляки Степана Ржакова, да, вообще и на сегодня вот кто для вас лично, да, возможно, какое-то определенное место занимает в вашей душе, да, и сегодня какое будущее у молодежи Вилюйского улуса? Вилюйская земля, она уникальна тем, что родила, воспитала многих выдающихся людей, которые сыграли очень большую роль в истории не только нашей республики, но и в истории всей нашей страны. Вот. Я могу назвать 3 выдающихся государственных деятелей, которые сыграли огромную роль в нашей республике. Это, в первую очередь, конечно, Степан Максимович Ржаков. Значит, есть еще Степан Филиппович Гоголев, тоже один из тех, кто устанавливал советскую власть в Якутии. Вот. Ну и, конечно же, Гаврил Алексеевич Черяев, столетие, которое мы будем отмечать в следующем году, и который почти 17 лет руководил нашей республикой. Вот. Все они, конечно, для нас являются примерами. Вот. Ну, например, мы можем начать с того, что наш земляк, вилюйчанин Иван Лаврентьевич Кондаков, он является первооткрывателем вообще в мире синтетического каучука, то есть резины. То есть резина открыта нашим вилюйчанином, вот, нашим земляком Иваном Лаврентьевичем Кондаковым. Это всемирное открытие. Все машины и так далее, которые имеют колеса на резине, это его открытие. Да, это его заслуга. Просто об этом мало кто, к сожалению, знает. Если говорить все-таки, возвращаясь к молодежи, да, имея такие яркие примеры, да, имея такие яркие героические поступки, да, открытия, молодежь Вилюйского района сегодня может как-то, я не знаю, вот прям отличаться от других районов, ведь потому что действительно у них такие есть примеры для подражания. Конечно, то, что мы имеем очень хорошую, большую, очень глубокую историю, это отражается, конечно, и воспитание нашей молодежи. В школах это все преподается.
Вот, и я думаю, что наша молодежь, она, конечно, воспитана на тех традициях, которые были заложены еще в те далекие годы, когда вот эти наши выдающиеся земляки творили историю нашей республики. Сергей Николаевич, мы знаем, что уже завтра состоится премьера спектакля в Сахатеатре, посвященному жизни и деятельности Степана Максимовича. Немножечко про это расскажите. Да, это будет премьера. Вот, спектакля о Степане Максимовиче Аржакове еще не было. Вот, и, значит, эту пьесу написал народный писатель нашей Якутии, значит, Наумов Дмитрий Федосеевич. И сегодня режиссером вот этого спектакля Тараховский, вот, известный, несмотря на свою молодость, режиссер. Вот, и завтра, вот в 5 часов, вот состоится эта премьера. Ну, отличие может быть от всех других пьес, которые были посвящены вот нашим действительно выдающимся землякам, которые, значит, вот, устанавливали советскую власть, автономию и государственность нашей республики. Вот в том, что эта пьеса, она основана на архивных материалах. Вот, дело в том, что, к сожалению, вот Степан Максимович Аржаков еще не так известен, как его соратники. Вот. Мы десятилетиями воспитывались, что вот именно вот Амосов, там, Аюнский, Барахов, они являются инициаторами и, автономии и государственной нашей республики. На самом-то деле, вот инициаторами, я уже сказал, были другие люди. Это Аржаков, Ефимов и Веленский. Вот. Это все архивные материалы. Это правда истории. И эту правду надо знать. Вот. Поэтому вот эта пьеса, она будет уникальна именно в том, что там очень много таких моментов, которые вот, население нашей республики, если она вот, придет туда, она вот, ну, впервые это все откроет для себя что-то откроет. новое, да? Да. Сергей Николаевич, спасибо большое за то, что посетили наш утренний эфир. Мы напоминаем дорогим телезрителям, что завтра состоится премьера спектакля в Сахатеатре, посвященный жизни и деятельности Степана Максимовича Аржакова. Поэтому сходите, посмотрите. Как сказал Сергей Николаевич, будет очень много интересных архивных таких моментов, которые должен знать каждый житель республики. Спасибо большое. Мы желаем вам хорошего утра и продуктивного рабочего дня. 8 ноября. Сегодняшний день один из самых удачных для работы и бизнеса. Хотя следует отметить, что и провокационный. Сегодня можно буквально свернуть горы. Слова как никогда приобретают магическую силу. Вся окружающая природа очень чутко откликается на каждое слово, даже случайно оброненное. Возможно, что все сегодня сказанное может притвориться в жизнь, и хорошее, и плохое. А все пожелания вслух себе и окружающим осуществятся. Помните об этом. Ну а какие еще даты и события произошли в этот день, узнаем из нашей постоянной рубрики. На календаре 8 ноября – День Сибири. По народному календарю – Дмитриев день. На Руси в Дмитриев день, как и накануне, было принято справлять поминки по усопшим, особенно если эта дата выпадала на субботу. Такой же обычай существовал для субботы, предшествующей именинам святого. Эту традицию установил князь Дмитрий Донской, который после победы в Куликовской битве устроил панихиду обо всех погибших на поле брани. Этот день в истории. 1520 год. Произошло событие, вошедшее в историю как Стокгольмская кровавая баня. 1895. Физик Вильгельм Рентген открыл рентгеновские лучи. 1943 год. В СССР учрежден военный орден Победы и орден Славы 3 степеней. 1961. Вышел в эфир первый выпуск программы КВН «Клуб веселых и находчивых». 1975 год. Произошло восстание на корабле «Сторожевой» с целью смены партийно-государственного аппарата. В этот день родились Брэм Стокер, ирландский писатель, автор романа «Дракула». Вера Комиссаржевская, русская актриса. Алексий I, патриарх московский и всея Руси. Маргарет Митчелл, американская писательница, автор романа-бестселлера «Унесенные ветром».
Дмитрий Язов, советский военачальник, политик, маршал Советского Союза. Олег Борисов, советский актер театра и кино, народный артист СССР. Ален Делон, французский актер театра и кино, режиссер, продюсер, сценарист. Олег Меньшиков, советский и российский актер, режиссер, педагог, народный артист России. Именины сегодня отмечают Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Марк и Феофил. Еще одна знаменательная дата в календаре. Сегодня, 8 ноября, отмечается День Сибири. Или еще одно историческое название – это День Благодарения Сибири. Его отмечают в дань уважения традициям и культуре региона. Он также подчеркивает значение и роль Сибири в истории России. Этот праздник берет начало около 500 лет назад, хотя как официальная дата он сформировался относительно недавно, в конце XIX века. Основные торжества традиционно проходят в крупных сибирских городах, таких как Красноярск, Омск и Новосибирск. В Якутии, а вот интересно, Якутия относится к Сибири, и стоит ли нам присоединиться к этому празднику? Задайтесь и вы наверняка вот таким вопросом. Ну а подробности узнаем далее. Скажите, пожалуйста, Якутия географически все-таки Дальний Восток или Сибирь? Дальний Восток. А вы? Дальний. Сибирь. Дальний Восток. Сибирь или Дальний Восток? Посерединке. Дальний Восток, наверное. Дальний Восток. Дальнему Востоку. Дальний Восток. То, что Якутия административно примкнула в свое время к Дальнему Востоку и является сейчас частью Дальневосточного федерального округа, вовсе не значит, что огромный по территории регион перестал быть Сибирью. И не ошибемся, если скажем, что все самое уникальное в Сибири находится в Якутии. Здесь самый контрастный климат, а самая холодная точка мира – поселок Аймикон. Где, если не в Якутии, можно увидеть настоящих моржей, купающихся в минус 50? Когда в одежде ходишь, да, ну, как-то так холодно, зябко и так далее вот у них. А когда вот уже раздеваешься, уже совсем другие ощущения. Ощущение просто холода, да, и, наверное, адреналина. В Якутии находится большая часть всех природных запасов России. Газ, нефть, золото, алмазы. Каждый 4-й алмаз в мире российский. На этом заводе занимаются огранкой алмазов. Каждый камень проверяют на дефекты. Изучая, когда смотрю камень, изучая дефекты, бывают чистые камни, бывают там более-менее средний, в зависимости от величины, включений, там, трещин. Только потом решают, дробить камни или оставить цельным, и можно потом гранить. Недра Якутии до сих пор хранят много тайн. Как вообще такое, да? Привезли сюда в те годы. А вот скважина. Да, вон труба, да? Скважина. Смотри. Это бурильный станок, буровая. Сложно представить, что здесь на глубине 300 метров есть нефть. Нефть древнейшая, кембрийская. Сибирь – это и про уникальную фауну. Недавно в Якутии нашли неизвестный ранее подвид северной бабочки – Аполлон арктический. Уникальный и самый северный вид, который обитает только в северо-восточной Якутии. Я считаю, что неоткрытых из дневных бабочек 20% не открыто от 100, а из ночных все 80. Сибирь загадочна и необъятна, так же, как и душа ее жителей. Здесь традиции переплетаются с современностью, а все самое лучшее множится и развивается. Сегодня привычные понятия являются условными, а административное деление – скорее вопрос экономический. Ну а люди, независимо от того, к Восточной Сибири они себя относят или к территории Дальнего Востока, по-прежнему в этих местах трудолюбивые, закаленные морозами и с теплой душой. Туяра Филиппова, Виктор Дичковский, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Продолжая темы Сибири, сегодня мы разыграем вот такие замечательные пригласительные билетики. Мы подарим их кому-то из наших телезрителей, кто правильно ответит на вопрос. Вопрос будет касаться Сибири. Уже небольшая подсказочка. Итак, вопрос звучит следующим образом. Сколько нефти можно обработать ежегодно в одном из городов Сибири? Ну, то есть, сразу говорю, должен быть очень
крупный город в Сибири, это раз, и должна быть очень большая цифра. Небольшая подсказка. Итак, сколько нефти можно обработать ежегодно в одном из городов в Сибири? Отвечаем, дублируем вопрос мы в телеграм-канале. Именно туда нужно будет отправлять ваши правильные ответы. И в конце эфира мы объявим победителя. Дерзайте. И мы движемся далее. У жизни на крайнем севере действительно есть свои особенности, которые влияют на здоровье. Одна из них – это малоподвижный образ жизни. Из-за холода люди реже выходят на улицу, а значит меньше двигаются, что повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и других заболеваний. Утренняя зарядка – это отличный способ профилактики, поэтому встаем и повторяем вместе с нами. Сегодня мы потанцуем с вами танец ча-ча-ча. Для начала руки убрали на пояс, одну коленочку согнули, одну выпрямили и меняем ножки на месте. На каждый счет один шаг на месте. 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Ручки поставили в стороны. Шагаем на месте. Кисти поднимаем вверх. Шагаем. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Меняем направление кисти. Одну вверх, одну вниз. 2, 3, 4. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3. Чуть быстрее. Хорошо, закончили. Итак, приготовили одну ногу. В сторону шагаем приставные шаги. Шаг, подставка, шаг. И 2 раза ноги меняем на месте. В другую сторону приставной шаг. 1 раз поменять ноги на месте. Приставные шаги на месте. Приставные шаги на месте. И попробуем сделать это в музыку быстро. Раз, два, три. Ча-ча-ча. 2, 3. Ча-ча-ча. Ча-ча-ча. 2, 3. Ча-ча-ча. Два, 3. Ча-ча-ча. Ча-ча-ча. Хорошо. Мы сегодня с вами потанцевали танец ча-ча-ча. Желаю всем сегодня прекрасного дня. До свидания. Я лично люблю очень смотреть «Утро Якутии» по пятницам. И это не потому, что я в полном ожидании выходных. На самом деле все проще. Именно в этот день традиционно выходит кулинарная рубрика. И это не просто необходимый путеводитель по миру гастрономической фантазии. Это еще и эстетика. Вкусная и аппетитная картинка не просто радует глаз, она пробуждает нас желание приготовить что-то интересное или просто полюбоваться кулинарными шедеврами. Сегодня мы готовим сырники. Всем доброе утро! Сегодня мы будем готовить сырники. Сначала сделаем облепиховый соус и клубничное варенье. Для соуса нам нужен будет блендер. Сюда, значит, мы помещаем облепиху. Облепиху предварительно лучше разморозить. Так проще получить консистенцию соуса. К облепихе мы добавляем сахар, буквально ложечку, щепотку соли, чтобы усилить вкус, и ложку творожного сыра. Добавляем все это в блендер. Соус выливаем на сито. Берем ложечку и помогаем соусу через сито пройти, чтобы все лишние косточки от ягоды все остались именно у нас на сите и в соус не попали. Дальше клубничное варенье. Но здесь вообще все просто. Мы берем сотейник, добавляем туда клубнику, добавляем туда сахар. Ну, на такое количество, я думаю, ложки 3 достаточно будет. И все это дело немножко проварю. Варенье будет на такую быструю руку, то есть варить его долго не нужно. Берем миску и берем творожную массу. Можно взять творог, но у творожной массы текстура более нежная, она уже идет более как крем. То есть если мы берем
творог, то этот творог нужно очень хорошо размять вилкой вместе с сахаром, дабы получить как раз-таки творожную массу. Поэтому проще приобрести ее сразу. Добавляем творожную массу. Добавляем сюда одно куриное яйцо. Начинаем соединять яйцо с творожной массой. Только после этого мы поймем, сколько муки нам нужно туда будет добавить, чтобы наше тесто затянулось до нужной консистенции. Перемешиваем все это. И добавляем сахар и чуть-чуть соли. Соль, чтобы усилить вкус. Готовое тесто из холодильника достаем через 10 минут. Ставим какую-нибудь доску. Берем манку. Манная крупа нам нужна будет для того, чтобы наши сырники в ней запанировать. Еще один делаем то же самое. Сначала на доске обваливаем шарик. Потом большое количество манки. Также делаем шайбочку. На сковороду выкладываем наши сырники. Начинаем их обжаривать. Сырники у нас очень нежные, но за счет этого они внутри будут как творожная масса. То есть это не будет что-то из разряда сырники наполовину из муки состоящие. Ни одни сырники не обойдутся у нас без сметаны. Сметану мы сделаем на дно тарелки. На них выкладываем наши сырники. Поливаем все облепиховым соусом. И клубничным вареньем. Наши сырники с облепиховым соусом и клубничным вареньем готовы. Всем хорошего утра и приятного аппетита! С 14 по 16 ноября пройдет второй молодежный инклюзивный форум «Включайся». Это уникальный проект, создан для активной молодежи, готовой обсуждать и решать образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Цель форума – расширить возможности для развития и социализации молодых людей с инвалидностью и без, как в нашей республике, так и за ее пределами. И сегодня у нас в гостях организатор форума, специалист благотворительного фонда «Харесхал» Нургаяна Адамова. Нургаяна, доброе утро. Доброе утро. Ну, форум у нас проходит не первый раз, значит, уже есть опыт. Давай немножечко расскажем про программу форума. У нас, как вы отметили, форум проходит второй раз, но сама история вот «Включайся» начинается с 2019 года в формате слета. Мы хотели объединить молодежь с инвалидностью, потому что в основном занимаются только детьми с инвалидностью до 18 лет, а после 18 лет ребята, молодежь с инвалидностью, вот, некуда им податься, да, негде им вместе встретиться, пообсуждать, поиграть, чем-то заняться значительным, да, и вот с этой целью мы 2 раза в год проводили слет «Включайся», и вот в прошлом году мы решили сделать шире наше мероприятие и решили провести в рамках форума. Вот, форум у нас второй год проводится при поддержке гранта Росмолодежи. В прошлом году у нас был микрогрант, в этом году у нас полноценный грант. И благодаря этому у нас 3 дня программы. Вот с 14 по 16 у нас с утра до вечера идет насыщенная программа. Знакомство с ребятами, различные тренинги, мастер-классы, мотивационные встречи с классными спикерами. И также будет работа по проектной деятельности, чтобы ребята сами генерировали свои идеи для инклюзии. Вот в таком формате у нас пройдет форум. Вот мы видим кадры прошлогоднего форума, да, ребята очень здорово проводили время, общаются между собой, да, какие-то спортивные состязания, эмоции, радость, подарки, презенты, да. А вообще по каким направлениям пройдет форум? Очень интересно. В этом году у нас форум пройдет по 3 направлениям. Это социальное волонтерство, которое сейчас очень активно развивается. Мы хотим это развить в республике еще шире, да. И также у нас есть направление тренерства уроков доброты. Это направление в нашем фонде уже давно развивается.
Уроки доброты – это школьные занятия для детей, которые проводят сами люди с инвалидностью. То есть приезжают в школы и ведут уроки? Да, сами ребята с инвалидностью рассказывают о себе, про свою жизнь, да, и мы хотим обучить наших участников форума проводить вот такие уроки, встречи такого формата. И третье направление – это у нас проектная деятельность. То есть ребята придумывают проекты, защищают его? Да. Очень интересно. То есть можно себя показать в разных направлениях, раскрыть свои таланты, да, и показать свои возможности. А кто же может стать участником? Участником может стать любой желающий, включая молодых людей с инвалидностью от 14 до 35 лет. Также могут принять участие любая молодежь, которая интересуется вообще сферой инклюзии, да, которая хочет развивать инклюзию в республике, специалисты, которые работают непосредственно вот с ребятами с инвалидностью, и также можно участвовать коллективно. То есть у нас есть два формата участия. Это индивидуальное участие, когда участник сам индивидуально подается, и также можно участвовать коллективом, инклюзивной командой. То есть в команде должен обязательно присутствовать человек с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья. Нургаяна, а можно ли подать заявки на сегодняшний день? Еще принимаются? Да, конечно, заявки еще принимаются. У нас на сайте добросаха.ру у нас есть там форма заявки, положение, вся информация у нас там будет, и программа самого форума там обязательно будет, так что заходите на наш сайт. Вот говоря о программе, мы знаем, что к нам приедет специальный гость, это блогер из Санкт-Петербурга, да? Какие еще яркие события, может быть, какие-то фишки будут на именно втором форуме? Вот к нам приедет замечательный наш гость Екатерина Кононенко. Она специалист по инклюзивным проектам автономной коммерческой организации «Мир Далат» из Санкт-Петербурга. Вот в прошлом году к нам тоже приезжал Алексей Транцев из города Самары, тоже поделился с нами своим опытом, своей мотивацией, своим примером классным, расшевелил ребят. И вот Екатерина тоже, она из семьи слабослышащих родителей, и вот она сама не понаслышке знает, что такое вот жизнь людей с инвалидностью, да, и вот она поделится с нами своим опытом в течение всех этих 3 дней, она прокачает ребят по проектной деятельности, нас ждет классный мастер-класс по жестовому языку, да. Вот. И также вот главной фишкой является то, что вот ребята могут у нас получить поддержку для реализации своих проектов и своих идей, и также могут стать нашими сотрудниками, волонтерами нашего фонда. А может быть, даже придумать какой-то бизнес-проект, найти спонсоров и стать бизнесменами? Почему бы и нет, конечно, да? То есть это такая площадка, на которой можно не только познакомиться, обменяться опытом, да, и вот, как ты говоришь, получить позитивные эмоции, да, и восхититься какими-то примерами, да, для подражания, так это еще и возможность реализовать себя и показать себя. Это очень здорово. Нургаяна, ну мы знаем тебя как раз-таки такого очень активного человека, с яркой такой историей жизни. Сегодня ты у нас многодетная мама, активно продвигающая там себя, свои мысли, свою жизненную позицию. Светишься, это вдвойне приятно. Вот хотелось бы, чтобы ты пожелала ребятам, у которых действительно, вот у молодежи, у кого есть, допустим, какие-то сейчас комплексы, да, ну, у них есть, да, ограничения по здоровью, либо инвалидность. Вот совет лично от тебя. Совет лично от меня, то, что жизнь одна, надо ее проживать так, как ты хочешь, реализовывать свои идеи, мысли, мечты, не надо там никого ждать, что-то ждать, да, обычно же бывает, вот потом, когда что-то, вот этого ждать никогда нельзя, чтобы прямо сейчас действовать, и вот приходите на наш форум, да, у нас девиз нашего форума «Включайся, действуй», да, и вот идите по жизни с этим девизом, включайтесь во все, что вы хотите, действуйте, как вы хотите, и приходите на наш форум 14 по 16 ноября. Записывайтесь через сайт добросаха.ру, или если у вас есть вопросы, то вы можете позвонить нам на номер 705-887.
на наш спорт. Спасибо. Спасибо, Нюргана. Мы желаем тебе, знаешь, побольше таких интересных, ярких проектов, потому что благодаря этим проектам ты возвращаешься на свою родину, да? Потому что сегодня ты проживаешь у нас на другой территории, ну а на родину вернуться всегда хочется. Поэтому возвращайся, тебя всегда здесь ждут, и тебе всегда здесь рады. Спасибо огромное. Спасибо. Сила воли, стойкий характер и вера в свою мечту – вот что движет людей к цели. А поистине героях нашей республики нам расскажут в следующей рубрике «Музейный гид». В Якутии вышел в прокат фильм, который повествует о триумфе якутских борцов на 21-х Олимпийских летних играх в Монреале в 1976 году. Павел Пинигин стал олимпийским чемпионом. Роман Дмитриев и Александр Иванов, олимпийские чемпионы 20-х игр, стали серебряными призерами. Этот фильм не только спортивная драма, это история о силе духа, о воле к победе, о целеустремленности. В Национальном художественном музее в постоянной экспозиции экспонируется картина якутского художника Афанасия Николаевича Осипова «Чемпионы». Эту картину он написал в 1979 году. В центре стоит Павел Пинигин, рядом с ним Роман Дмитриев, Александр Иванов. И художник написал их групповой портрет, парадный портрет наших якутских героев, олимпийских чемпионов. В своей форме, в которой они всегда выходят на ринг. Якутская борьба – это спорт в Якутии номер один. И это наша культура, наша традиция. И, конечно, для молодежи очень нужны кумиры и образцы для подражания. Так вот они перед вами на этом полотне. Павел Пинигин, якутский борец, чемпион Олимпийских игр 1976 года в Монреале, трехкратный чемпион мира, дважды обладатель Кубка мира, чемпион Европы, серебряный призер Кубка мира. Именем Павла Пинигина названо крупное золоторудное месторождение в Нерюнгринском районе, алмаз и даже астероид. Дмитриев Роман, якутский борец, чемпион Олимпийских игр 1976 года в Монреале, в 1972 году в Мюнхене, чемпион мира и Европы, шестикратный чемпион СССР, один из лучших мировых борцов первой половины 1970-х годов. Иванов Александр, якутский борец, призер Кубка мира, чемпионата Европы, неоднократный чемпион и призер чемпионатов СССР, четырехкратный победитель международного турнира в Тбилиси, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер Якутской ССР. Все они выпускники Чурапчинской школы-интерната по вольной борьбе. Учились у одного прекрасного человека, лидера, личности Дмитрия Коркина. И недаром о них сейчас снимают фильмы, недаром пишут картины. И в 2012 году в Якутске был открыт памятник этим чемпионам и их учителю. Чтобы оставить свой след, такой исторический, о своей родине, надо, конечно, стремиться к чему-то высшему, надо иметь волю к победе и, конечно, верить в свою мечту. А сейчас мы вновь рады передать слово нашим коллегам из информационной службы. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. Президент России Владимир Путин на церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка» подчеркнул, что в России самый большой ледокольный флот в мире и выразил надежду, что в декабре будет поднят флаг на атомоходе «Якутия».
Президент подчеркнул, что в создании таких мощных современных судов является еще одним воплощением индустриального, научного, кадрового и технологического потенциала России. Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов доложил президенту, что ледокол «Якутия» готов более чем на 95%. Ключи от новых автобусов торжественно вручили колледжам и сельским школам республики. Образовательные учреждения Якутии получили 20 единиц школьных автобусов на общую сумму более 61 миллиона рублей, в том числе 5 школьных автобусов марки ПАС и 15 марки ГАЗ. Так, новым транспортом обеспечены школы Верхневилюйского, Вилюйского, Нюрбинского, Сунтарского, Татинского, Амгинского, Усялданского, Верхоянского, Кобейского, Намского, Мегино-Кангаласского, Верхнеколымского и Горного районов, а также и техникума Якутска и детскому лагерю «Сосновый Бор». На новом автобусе мы собираемся возить детей на мероприятия, на улусные, на республиканские. Будем ездить между улусами. И, конечно, очень рады этому событию. Раньше производились эти перевозки на личных автомобилях. Да, острая нехватка была, мы заказывали такси и так далее. Очень было неудобно. По поручению главы Якутии в Республиканском социально-оздоровительном центре комплексной реабилитации инвалидов продолжается комплексная реабилитация участников специальной военной операции и членов их семей. Всего на сегодняшний день реабилитацию прошли 346 участников СВО и 302 члена их семей. В рамках программы оказывается социально-медицинская помощь. Продолжается сотрудничество с бассейном «Самородок», где для участников спецвоенной операции проводятся занятия по гидрокинезотерапии. Продолжается проведение обрядов Алгыз дома Арчи, которые способствуют улучшению духа, обретению душевного спокойствия наших бойцов и их родных. Продолжается мероприятие по информированию и консультированию участников спецвоенной операции и членов их семей. В Якутии в этом году 2956 жителей получают надбавку к пенсии за длительный стаж работы в сельском хозяйстве. Такую меру поддержки отделение Социального фонда России по Якутии предоставляет неработающим пенсионерам, проработавшим в сельском хозяйстве не менее 30 лет и проживающим в сельской местности на момент назначения доплаты. Размер составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности. Ну а на площади Орджоникидзе в Якутске начали устанавливать новогоднюю елку. Как сообщили в мэрии, в этом году у площади будет новое зимнее оформление. На площади установят новую елку, которая сохранит свой национальный колорит. Конструкцию украсит скачущий северный олень, вокруг переплетутся узоры. На верхушке будет круглый орнамент в виде якутского берега. Также на площади Орджоникидзе обновится и зимний световой фонтан, который приобретет форму якутской чаши КТЯ. На установку искусственной елки высотой не менее 20 метров требуется в среднем 2 недели. Зажжение первой новогодней елки страны состоится 4 декабря в рамках ежегодного фестиваля «Зима начинается с Якутии». В этом году наше предприятие устанавливает новую елку на площади Орджоникидзе. Она будет украшена в национальном стиле. Елка конусообразная. Сейчас как раз начался этап первоначального его сбора основания. В 20-х числах, скорее всего, где-то числа 22-23 она будет закончена. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Это финал, которого все ждали. Сегодня в нашем зале присутствуют уважаемые гости из Вилюйского района. Именно там проходили наши съемки. Увидим, как сейчас живут девчата. Сидор Ионов, глава фермы «Люксюгюн», оценит таланты участниц в финальном испытании. Кто станет победительницей второго сезона? Узнайте это в финале «Городских девчат». Не пропустите! В это воскресенье, 10 ноября, в 19 часов. В это воскресенье состоится финал проекта «Городские девчата». И знаете, я бы хотела сказать о том, что это один из самых ярких проектов на телеканале «Якутия-24». И сегодня у нас в гостях продюсер НВК «Саха» Михаил Сергеев и участница проекта Юлиана Антонова. Доброе утро. Доброе утро. Ну, Миша, необходимо отметить, что, конечно, телевизионная жизнь у нас определенного рода, да, то есть мы уже знаем, кто победительница, но телезрители узнают об этом только в воскресенье. Расскажи немножечко вообще о цели и сути этого проекта и как пришла идея по созданию его.
Ну, идея вообще у руководства телеканала «Якутия-24» пришла уже очень давно, но она созревала очень долго, и только в прошлом году мы решили его реализовать. Да? А цель вообще вот приобщить городских девчат вот к сельскому быту. Было вот вообще интересно наблюдать, но и первый сезон, и второй сезон, да, вот Юлиана уже смеется, потому что она уже, наверное, вспомнила, да, что там происходило. Вот приобщить к этому быту. То, что они не будут делать в городе, да, и ну, в случае каких-то ситуаций, Юлиана, тебе же эти навыки уже пригодятся, да? Ну вот, Юлиан, переходим к тебе. Говоря о навыках, да, конечно, это такое небольшое приключение в твоей жизни. Возможно, эмоционально, может быть, оно у тебя было достаточно таким объемным, но по факту это вот не очень долгое время проживания в деревне. Что осталось в памяти и вот о каких навыках говорит Михаил, которые, допустим, возможно, в жизни тебе когда-то напомнят о таком проекте, как «Городские девчата»? Вообще, хотела сразу сначала сказать, что мне кажется, это тот самый проект вообще из всех, которые существуют не только в Якутии, но и вообще в мире, для которого действительно, мне кажется, я была, ну не то что рождена, в котором я должна была поучаствовать. Ну, насчет навыков я не знаю даже. Я, кстати, вот в предпоследней серии, перед финалом, у нас была рыбалка, и я там не поймала ни одну рыбу, и мне стало так обидно, и я сказала, что моя первая рыбка в жизни будет где-то меня ждать впереди. Я потом все лето ездила на рыбалку и так и не поймала ни одну рыбу, но закидываю удочку я уже профессионально. Вот все еще впереди. Все еще впереди, то есть можно прийти на следующий сезон и там порыбачить. Да, почему бы и нет, да? Вот мы видим и такие очень забавные кадры, это вот как раз-таки поездка на эту рыбалку, прекрасные виды тукуланов Вилюйского района. Конечно, было очень много оводов, мошки и комаров, но это не помешало вам выглядеть так очень бодро. Миша, расскажи, пожалуйста, вообще, насколько популярен этот проект для телезрителей? Возможно, кто-то только сейчас увидел его и думает, что интересно это такое? Да, возможно, есть такое, но тем не менее, за 2 сезона, если так вместе взять, то, ну, я вот сейчас говорю по просмотрам в YouTube, да, просмотрели уже более 175 тысяч раз, да, это где-то около 36 часов. Ну, просмотры хорошие. Это первого сезона или второго? Вместе взять. Вместе взять. А вот во втором сезоне, конечно, сейчас у нас, мы все понимаем, да, какие вот есть сложности и при подключении в Ютубе, да, при заходе в ВКонтакте, да, вот эти сложности, может быть, и мешают нам, ограничивают, но тем не менее проект «Городских девчат» смотрят, да, и в социальных других сетях очень бурно обсуждают. Очень бурно обсуждают. Да, Самое главное, что обсуждают, да, пусть говорят. Вот, Юлиан, как относишься к комментариям? Не всегда, возможно, они лестные, да. Конечно, это все-таки публичный проект. Вот как для тебя, человека, который, возможно, никогда не был вот в такой обстановке, относиться к пабликам, к различным комментариям, да и вообще к просмотру себя в телевизионной версии проекта со стороны? Я смотрю это как просто шоу, я даже не понимаю, что это я иногда. Ну, даже мне все равно на мнение, допустим, каких-то чужих людей, но вот, допустим, меня смотрят родители моих учеников, мои ученики. Юлиана Алексеевна, я вас по телевизору видела. Ну, вот их мнение мне важно. Они писали, что в некоторых сериях плакали вместе со мной, переживают за меня, поддерживают, болеют. То есть тебе важно мнение только близких людей? Да. Молодец. Ну а вообще с точки зрения вот себя, оценки себя, ну ты смотришь, были ли такие моменты, о которых ты подумала, надо было мне здесь так сделать, а здесь лучше бы вот повернуться этим ракурсом, а здесь я бы лучше не плакала лишний раз? Нет, такого не было, но я бы лучше не, если сейчас вернуться обратно, я бы не разделывала живую рыбу. Я жалею, что я это сделала. Но ты это сделала, то есть ты с одной стороны переборола некие страхи? Да, но сейчас бы я этого не сделала. Точно не сделала, да? Миша, давай раскроем небольшую тайну, да, вообще, как создаются телевизионные проекты, вот откуда такие интересные и немного даже порой сумасшедшие конкурсы? Ну, конкурсы создаются, конечно, вот, ну, я хочу в первую очередь поблагодарить главу крестьянско-фермерского хозяйства Люксюгюн Сидора Ионовича за то, что он нам активно помогал вообще в организации этих туров, да. Некоторые туры вообще родились по его подсказке, потому что
мы же все-таки не в телевизионной студии, где мы знаем, что да как сделать, а мы неизвестны для нас местности. И Сидор Ионович нам подсказывал, а вы можете использовать вот пасеку или там использовать там что-то. И он вот, любезно нам предоставил всю свою площадку, всю эту ферму Люксюгюн, где мы вот с помощью наших девчат, так скажем, развлекались. Да. Мы развлекались, а они, они работали. Но мы же обсуждали это по вечерам, да, и, ну, как бы все равно у нас есть редактор Верита Засимова, она предварительно уже все конкурсы придумала, тем не менее мы уже на площадке уже адаптировали под ситуацию. Да. Так и создаются проекты. Да, так и создаются проекты, потому что это же реалити, и мы не можем там от начала до конца все от точки до точки продумать, потому что мы должны вот на месте показать ситуацию. Мы же не знаем, как поведут себя девушки после какого-то очередного конкурса, да? Тем более вот с рыбой. Я не думал, что вот тур с рыбой будет таким тяжелым. Столько эмоций вызовет. И я думал, что ну возьму, разделаю. Я вообще изначально считал, что это конкурс этих вот по очистке карася. Это вот самый скучный конкурс, который мы могли придумать. Но с участием наших девочек вообще абсолютно трагедия. Иначе, это была трагедия. Сколько было слез, сколько было этих уговоров. Нет, надо чистить. Сколько девушек вообще хотели уйти с этого конкурса? Да. Ну, напомним, что одна из участниц вообще не прикоснулась к рыбе, а другая участница даже под конец проявила жестокость по отношению к рыбе небольшую. Ну, а для Юлианы это была драма. Это была драма. Ну, Юлиан, ты очень такой хрупкий человек, да? Хотя, по сути, ты работаешь, вот как ты в одном из интервью говорил о том, что ты работаешь учителем начальных классов, и ты можешь справиться с целым классом таких очень активных, очень таких слегка, так сказать, наверное, даже порой гиперактивных ребят. То есть ты можешь их приструнить, ты можешь им все объяснить, ты можешь рассказать все от начала до конца, спокойно, сохранив спокойствие. А здесь у тебя не получалось вот даже какие-то простые примитивные вещи, ну, допустим, собрать маленьких поросят, к примеру, да? Я первое место заняла в этом конкурсе, а вот коров у меня не получилось. Коров не получилось. То есть все равно не все навыки, да, такие вот, которые ты владеешь в жизни, могут пригодиться в деревне. Не всегда. Совершенно два разных мира. Ну что, давайте немножечко расскажем телезрителям, что нас ждет в финальном выпуске, чем он будет интересен для зрителя и почему нужно подключиться будет к этому эфиру. Ну, финал, все равно, если зрители наблюдали за этим проектом, все равно надо всем узнать, кто же победил. И победительница у нас стала Иона Зучева. Да. Нет, это надо обязательно посмотреть в эти выходные, да, потому что там тоже есть определенные туры, да, к которому девушки очень хорошо подготовились. Я даже в некоторых случаях даже удивился, насколько они переподготовились, так сказать. То есть удивили еще? Да, они меня очень удивили, потому что я не думал, что они прямо так. Я думал, что все там, ну, просто там стихи прочитают, что-то еще сделают. А девочки постарались? Да, тут они очень даже постарались. То есть интрига есть. Включаем телеканал «Якутия-24» в это воскресенье и смотрим финальный выпуск второго сезона «Городские девчата». Ну что, дорогие друзья, на этом наш эфир подходит к концу. Завершаем мы его нашей телевикториной. Итак, 2 пригласительных мы разыграли. И вопрос звучал следующим образом. Сколько нефти можно обработать ежегодно в одном из городов Сибири? То есть должна была быть большая цифра и крупный город. И правильный ответ у нас это Омск. Там за год обработку проходит более 20 миллионов тонн нефти. И правильный ответ дал наш телезритель по имени Карина. Карина, мы вас поздравляем. Пригласительные ваши. Ну что ж, таким... Карина умная? А у нас очень много умных телезрителей. Именно. Я даже никогда бы не догадался. Да? 20 тонн нефти? Да, тем более в Омске. Поэтому, Михаил, смотрите наши эфиры программы «Утро Якутии». Часто мы дарим нашим телезрителям замечательные подарки. Вот таким было «Утро Якутии». Мы не прощаемся с вами. Увидимся уже в понедельник вновь на телеканале «Якутия-24» и НВК «Саха». Доброго всем утра и прекраснейшего настроения. До новых встреч!